Мода – это искусство одеваться по последним тенденциям, а стиль – искусство быть собой. Это сказал Оскар де ла Рента, а меня зовут Ирина Ефимова, и это программа «Якутия в деталях». И моя сегодняшняя гостья научилась быть собой и теперь учит этому других. Дарья Габышева, стилист, блогер, коуч и еще и вице-мисс конкурса «Мисс Новая Якутия». Все верно, это я. Давай начнем с конкурса. Вообще, очень внезапно было твое участие для многих, да, и как ты сама написала в соцсетях, что каждый раз не могу поверить, я и конкурс красоты, жизнь прикинула возможность для невысокой многодетной девушки за 30 принять участие в конкурсе красоты. Вот, да. Как это, что это, зачем это тебе вообще? Вот хороший вопрос, на самом деле. Когда я услышала, что будет такой конкурс, в котором брали вот эти ограничения, эти стандарты, я подумала, это же про меня. Ну, то есть, потому что я такой человек, я не люблю стандарты, я люблю свободу. Мне вот, то есть, это внутренний мой анархист всегда требовал, чтобы вот так всегда было, понимаешь? И я подумала, ну все, пришло время, значит, мне участвовать. Честно признаюсь, я не ожидала, что так далеко зайду, потому что были моменты, когда в этом конкурсе, когда я явно там не добирала голоса, когда было уже, как говорится, ничего уже не вернуть. Но по воле организаторов меня добрали в финал. Прям, то есть не только меня, других участниц тоже добрали в финал. И то есть у меня выдалась возможность быть и на сцене, и в финале, то есть не просто поучаствовать. И для меня это, конечно, в первую очередь, есть такая у нас локальная шутка среди моих подписчиков, о том, как бы полторашки там вперед, типа многодетные вперед, да, то есть потому что полторашки это в плане того, что по 1,5 метра ростом, не меньше, не больше, ровненько так, да, и что это про то, что, знаешь, вот на физкультуре всю жизнь стоишь последней. Ой, знаю. Да, все время стоишь в конце. И вот, да, вот Зачет окончен. Да. И все время на тебе. Я все время смеюсь, что единственный, говорю, плюс был это вот кататься на автобусе бесплатно до 7 класса. Вот, ну, из плюсов. В остальном, и когда ты начинаешь работать, вступаешь во взрослую жизнь, тебе всегда дают возраст меньше, там есть много разных присказок, знаешь, то, что маленькая собачка до старости щенок, вот эти вот все истории, которые какой-то флер такой непонятный, неоднозначный. И когда есть какая-то устоявшаяся красота, я с ней совершенно не спорю, я ее уважаю, я тоже люблю очень красивых, высоких девушек, статных, таких, с, скажем так, выверенной фигурой, над которой люди работают, да, это классно. Но есть, скажем так, и простые девчонки, которые, ну, как бы какие родились, такие мы и есть. И я считаю, что мы тоже красивые, мы тоже имеем право быть на конкурсе красоты. Просто для нас таких конкурсов и не было никогда. И тут, когда ты имеешь возможность, я сразу же сказала, да, я буду участвовать. И когда я дошла до финала, я для себя сказала, ну, возможно, мне там титул не дадут. Во-первых, медийность есть определенная. Я подумала, кому нужна, да, как бы медийная там личность, условно там в тройке, да. Но наоборот привлекает внимание конкурса. Да, ну, это тоже. Поэтому я понимала, что в финале, в принципе, мне место есть с этой точки зрения. Как бы. А вот именно там в тройке, возможно, нет, потому что когда у тебя уже есть бэкграунд определенный, то есть ты будешь в первую очередь все равно не участницей конкурса, да, а все равно как бы впереди будет идти твое имя, твой бэкграунд, и это, скажем так, не в плюс конкурсу, ну, будем откровенными. И все, поэтому я не рассчитывала даже на тройку. Хотелось, конечно, внутри души, я понимала, что корона, конечно, ладно, мне не достанется, но хотя бы там, ну, дайте мне 2-3 место, я там постою, порадуюсь. И когда меня объявили, у меня лицо было вот такое просто... Я была, словно 1 000 000 рублей выиграла, я была так счастлива, я там на всех фотографиях, ну, кроме тех, конечно, которые опубликовали в сети, я была очень счастлива. Ну, в сеть выбрали самые неудавшиеся, ну, ничего страшного. Но сейчас говорят, тренд на грустное лицо. Да, в целом, вообще счастливым быть хватит уже. Ладно, это шутка. Да. И вот так вот, поэтому, ну, я довольна, я своего добилась, то есть я считаю, что для меня это большая победа, то есть вообще быть в финале, и уж тем более в тройку попасть, я считаю, что я победила, и очень многие люди меня поддерживают, и многодетные, у нас есть своя группа, у девушек, у которых многоплодные беременности, и там двойни, тройни, четверойни, если можно так сказать, четверни, да, у нас своя группа есть, называется «Многоплодяшки». И девочки... Да, правда, у нас такое название, ну,
что сделаешь? Не креативные мы сильно, но девчонки сильно меня поддержали тоже. Потому что, то есть, быть мамой близнецов – это тоже определенная ответственность, тоже интересный опыт, да, и девочки такие, да, то есть как будто мы все вместе выиграли. Но там же, я так понимаю, на первом этапе было очень важно голосование, Да. именно поддержка вот твоих Да. друзей, подписчиков. Да. Да я тебе так скажу, что это вот именно в этом голосовании, именно в этот раз, я думаю, что людей, которые активны в соцсетях, не сильно поддерживали. И это неплохо. То есть очень много было девушек, у которых вообще нет подписчиков. Были даже те, у кого не активные страницы в социальных сетях в целом. Вот. И мне, например, было очень трудно пробраться вот в эту двадцатку. Я прям в нее вот так вот выскребала, и последние 3 дня я просто ходила по улицам и говорила: здравствуйте, пожалуйста, проголосуйте за меня. Прям подходила к людям, говорила: привет, вы за меня проголосовали? Они такие смотрят на меня. Ты кто? Да, типа, ты кто вообще? Я говорю: знаете, скоро будет полуфинал, а я на полуфинале хочу рассказать стендап. Говорит, у меня мечтается со стендапом выступить, и вот у меня будет возможность. Вот вы за меня проголосуйте, а у меня будет возможность. Дайте мне возможность, пожалуйста. И мне стоят и говорят, типа, ну вы мне хоть одну шутку расскажите, если будет смешно, я за вас проголосую. Я стояла и просто там на улице перед людьми рассказывала шутки всякие разные для того, чтобы они за меня проголосовали. Звонила всем своим друзьям, знакомым, вплоть до детского сада, реально просто: привет, голосуй за меня. И знаешь, и все даже типа: алло, это кто? Ну, то есть, потому что уже знаешь, типа, то есть, начинаешь быть максимально социально активным. И я что поняла, что когда есть цель, вообще преград нет. Ну, то есть ты всем позвонишь. Подумала, что надо было мне вообще заниматься сетевым маркетингом с таким успехом, типа всем звонить. Мне кажется, я могла стать миллионером. Многие тебя знают как стилиста, да? Давай начнем с того, что такое стилист вообще. Да, хороший тоже вопрос, мне нравится. Отучилась. Вернулась в Якутск, училась я в Москве у Гоши Карцева, и вернулась в Якутск, и там, то есть, поменяла в шапке профиля, что я стилист, и все люди думали, что я визажист. Ну, то есть, что до этого времени было такое понимание, что стилист... Да, мастер по волосам. На самом деле стилист, есть стилист по одежде, есть хайр-стилист, то есть, который делает волосы, есть стилист-визажист там, и так далее и тому подобное. Даже свадебные стилисты есть, как узкая такая направленность. То есть стилист по одежде – это, скажем так, моя профессия. То есть я занимаюсь тем, что в целом, скажем так, делаю и формирую образ человека. То есть когда ты продумываешь образ в целом, то есть стилист может продумывать и волосы, и одежду, и все от головы до пяток, как говорится. То есть вот это моя работа сейчас, я этим занимаюсь уже профессионально 5 лет, и я считаю, что я в этом преуспела, потому что когда я приехала в Якутск, я была первая. А тебе говорили вообще, что такое вообще Да, стилист, конечно, зачем, что это? конечно. Вообще это было... Я когда ехала учиться, я начала искать деньги. У меня не было денег, я начала искать деньги, потому что я была в декрете, денег у меня не было, то есть думала, как бы где найти. Ходила и просто просила у разных людей, говорила: пожалуйста, дайте девочке денег на то, чтобы поехать учиться на стилиста. Реально. И всякие предприниматели мне говорили: а кто у тебя конкурент? Ты вообще нишу-то изучала? Ну, вот эти вот такие: а я какую женщину в декрете? Какая ниша? Я ничего не знаю. Я говорю: да нету никого, кроме меня. Они говорят: ну, если никого нет, значит, никому не надо. Я говорю: я вам докажу, что надо. Ну, то есть, я такой человек. Мне когда говорят нет, я такая думаю: отлично, мне подходит, надо делать. Ну, то есть, мой папа тоже говорил, что а кто будет платить за то, что ты, то есть, ходишь с людьми по магазинам? Кто за вот это вообще платить будет? А я говорила: наверное, кто-то будет, по всему миру уже эта профессия развита. То есть я как-то сильно в это поверила, и вот поехала, отучилась, и реально было очень много странного. То есть я, можно сказать, первые 2 года занималась тем, что воспитывала свою аудиторию, объясняла, зачем вообще ты им рассказывала, нужна? да, в чем моя ценность, пыталась, как говорят сейчас, распаковаться, да, донести свою ценность, объяснить, зачем это нужно. То есть сама себе маркетолог еще? Да, конечно, то есть приходилось самой доносить ценность, потому что никто не был готов платить за это деньги, большие тем более деньги. Поэтому первое время я за бесценок просто оказывала свои услуги, но я вам так скажу, что когда я уезжала, я взяла деньги в долг. Ну, то есть я все-таки нашла человека, который дал мне денег, взяла их в долг и планомерно их возвращала до конца года со всех своих вот этих заработков. Я была очень благодарна тому времени, потому что я тогда разбирала по 5 гардеробов в неделю,
чтобы вот просто эти деньги заработать и отбить, потому что я не могла брать большой ценник, потому что люди не понимали, за что они платят. Ну, то есть как, ты приходишь домой к человеку, открываешь шкаф и говоришь, так, выкинь это немедленно, вот это мы оставим, Да, вот это почти. отложи, может быть, войдет обратно в моду. Да, конечно. Ну, вот это если сухо, то так, конечно. Но у меня есть сейчас, на данный момент, у меня есть уже своя методика. То есть после того, как я обучилась на коучинга, я сделала свою авторскую методику определения гардеробных потребностей, потому что в процессе работы с огромным количеством женщин я поняла одно, что нам сложно уметь что-то хотеть и понимать истинность своих желаний. То есть мы иногда хотим, потому что у других есть. И не факт, что на нас это будет так же хорошо. То есть вот это вот повторение бесконечное друг за другом, оно не, то есть один головной убор на всех хорошо смотреться никогда не будет, даже если он очень модный. И мы сталкиваемся с такой историей, когда, там, не знаю, 5 девушек в одной и той же шляпе, и на ком-то прям классно, а на ком-то прям плохо, а шляпа одна и та же. И дело не в девушках, и дело не в шляпе, дело в том, что тебе может идти, и в целом, зачем тебе эта шляпа. Это очень важная штука, понимать в одежде, зачем тебе эта одежда, что ты хочешь ей донести. То есть у меня сейчас вот такой подход. Но сначала, конечно, когда я начинала разбирать гардеробы, я делала это машинально. Вот как меня научили, я так и делала. А потом уже со временем, работая с женщинами, я поняла, что это гораздо глубже, потому что одежда – это привычка. То, как мы выглядим, это большая привычка, которая формируется глубоко в детстве родителями и сформирована достатком или, наоборот, отсутствием возможностей. Да? И вот тут начинается определенная неразбериха. Плюс есть еще какие-то мода какая-то, вот эта, которая вечно людям прилетает, да, информационный фон. И, конечно, теряешься и забываешь, а кто я-то вообще в этом всем. И вот мне кажется, что вот, как ты вначале сказала о том, что стиль все-таки это то, что у человека отнять невозможно. И я за то, чтобы формировать именно стиль, формировать эту глубину, чтобы человек был собой, чтобы ты вот смотришь и со спины узнаешь человека, кто есть кто. Но ты говоришь, работаешь над образом человека. Сейчас вот в последнее время очень модно работать по системе вот этих архетипов. Шут, герой, искатель. Вот эти. Да, прописан. Слушай, ну тут я с ними немножко... Это более глубинная история, да, которая как раз, вот почему я спросила, что она не про внешние вот эти вот осень-зима, цветотип, а про внутреннее как раз выражение. Да, все поняла, о чем ты. Да, я про это тоже слышала, и в целом я немножечко с этим согласна. Почему? Потому что все-таки по даже длине волос можно, ну, для меня, например, как для стилиста с опытом, я могу определить, знаешь, даже насколько человек верит в любовь. Потому что по цвету помады тоже очень много можно о человеке сказать. Это все равно определенного, скажем, типа люди. Но я не хочу, мне просто самой не нравится разделять людей на какое-то определенное количество типажей, но в целом плюс-минус, скорее всего, они еще, возможно, знаешь, что делают, как-то вот, совмещаются. То есть все равно один человек, он же дуальный, и мы не можем быть... Да, то есть ты пытаешься вытащить внутреннюю историю человека и ее рассказать? Да, все верно, да, только так, потому что я сама так делаю. То есть я про то, чтобы вот быть самими, знаешь, как сейчас говорят. А из любой клиентки можно это вытащить? Только из той, которой это нужно. Потому что если человеку это не надо, какой смысл вообще это делать? Если человеку хорошо и комфортно в том, что он живет, даже как он живет, как он одевается, и потому что бывает такое, что человеку дарят сертификат, там, например, он ко мне приходит и говорит, вот мне дети сказали, мне нужно теперь переодеться, вот я к вам пришла. Я говорю, а вас что-то в себе не устраивает? Меня себе все устраивает. Я говорю, отлично, вот вам ваш сертификат, вот ваши деньги, идите домой. Потому что если человека в себе все устраивает, если он капец какой органичный сам с собой, и если это, извините меня, в его окружении кого-то не устраивает, так это их проблема, пускай они идут и что-то с собой делают. Очень важно самоощущение каждого человека. Но у меня есть такие крутые случаи, когда мои клиентки после нашей работы, они выходят замуж, да, после долгого, скажем так, одиночества. Да. Есть истории, когда девушки просто кардинально меняют свою жизнь, находят новую работу, новую профессию, то есть обретают определенную уверенность, что все равно внешность, форма, она формирует внутренность. То есть и наоборот, внутреннее состояние иногда
настолько человек наполнен, но внешне этого незаметно. То есть немножко нужно какие-то гаечки подкрутить, чтобы вот это все передать. Такое тоже бывает. Но с другой стороны, смотри, у каждого стилиста все равно своя аудитория какой-то, с которой он работает, Да. правильно? То есть бывало ли у тебя такое, что действительно подарили ей сертификат, пришла там серьезная женщина, говорит, ну что это, вон свитер в дырках, там бусы какие-то из бабушкиного гардероба, вот, Да, ну, да. и вот это вот стилист, есть такое предубеждение? Но я так скажу, что я думаю, мои многие коллеги со мной согласятся, что стилист, он выглядит так, как он выглядит. То есть это не влияет на его работу. Можно посмотреть, скажем так, и на работы предыдущие, и уже, скажем так, сравнить. Да? Я работаю и с серьезными женщинами, которые, но ко мне приходят думающие люди, которые именно готовы, скажем, транслировать что-то своей одеждой. То есть если человек хочет прийти ко мне и получить готовое решение, ну, это точно не ко мне. Я не буду так делать. Мне так не интересно. То есть, да, я могу переодеть человека так, как вот он представляет себе, как он себя видит, но мне, если это не он, я буду недовольна своей работой. Мне нравится, вот, когда все вот так, что человек смотрит такой, да, это я, и кайфует от себя. А про казаться, а не быть, это точно не моя история. Но говорить именно про мой внешний вид и там предубеждение, конечно, всегда такое есть. Мы живем в социуме, это всегда так работает. Я не могу нравиться всем. Я с этим смирилась, и мне так от этого хорошо, Мне если кажется, честно. ты не смирилась, а у тебя, вот ты говорила, внутренний анархист, да? Да. Ты же панк в душе. Да, конечно. У тебя вот... Это есть, это есть. То есть это прям сознательный такой, даже может быть отсев на уровне вот, Да. на первом уровне, отсев тех, кто Да. к тебе и не пойдет. Да, все верно, да, скорее всего. Может быть, да, на каком-то вот этом, что есть такое, что если человек, ну, готов работать, да, мы будем работать, не готов, ну, как бы, ну, извините. Но при этом ты, безусловно, можешь создать и полностью консервативный какой-то Конечно, образ, да. там, Таких в стиле клиентов, да. old money или там... Да, безусловно, потому что у меня есть такие клиенты, которые занимают хорошие высокопоставленные должности. У меня есть клиенты, с которыми мы работали в разных таких официальных историях, да. Также делали съемки для журналов, например, там, где нужно, то есть определенные образы. Все равно стилист — это творец. То есть он в любом случае будет, иногда бывает такое понимание, как техническое задание. Когда мы говорим про фотосессии особенно, то есть задание, надо выполнять. Ты, конечно, можешь быть там супер творческим, но, извините меня, если ты не можешь по заданию элементарно выполнить что-то, то тоже не дело. То есть работа — это есть работа. Конечно, попанковать, там, не знаю, можно в другом месте еще. А вот почему ты решила в свое время поехать учиться на стилиста? Ну просто мы с тобой давно знакомы, Да, я же помню, да. как ты работала в офисе. Да, работала. Вообще, на самом деле, была такая штука в школе, еще в школьные годы, мои подружки всегда звонили мне и спрашивали, что им надеть, в чем пойти в школу, там вот такое у нас было. И мы смеялись о том, что типа вот ты могла бы быть стилистом для звезд. Ну, и тогда не было термина стилист, вот одевать звезд, мы так выражались. Ну, потому что тогда не было других каких-то понятий. И как-то это все так было весело. Вот. А потом, где-то в году 2016 я вот в просторах интернета обнаружила, что уже есть такая профессия, и где-то там себе, знаешь, вот в ежедневник, когда цели же мечты пишут, записала поехать почему-то именно в Санкт-Петербург к Гоше Карцеву учиться на стилиста. Как-то он мне понравился. Но у меня сразу не получилось, то есть были определенные там свои истории, вот, но когда я смогла в 2018 году, скажем так, возмужала, наверное, такая решила, ну все, либо сейчас, либо никогда, просто оставила детей на месяц с родными и уехала, но я ни в коем случае не жалею, то есть это вот такой момент, когда я начала делать то, что мне нравится, наконец-то, что офис — это классно, это тот опыт, который у меня был, он вообще незаменимый, конечно. В окошко не выкинешь. Вот. Я то время очень сильно люблю, уважаю и благодарна, потому что, когда я вернулась с учебы, первые мои клиенты кто был? Это были все бывшие коллеги, которые меня знают, те люди, с которыми мы пересекались по работе, они первые пришли ко мне. Да? Так что спасибо вам большое, что поверили. Ну вот про детей, про близнецов. Ну ты вообще открыто пишешь Да. про семью, вот, но не все так делают.
Вот, во-первых, почему ты это делаешь, Ага. да? И вот это вот «я же мать», насколько, ну вот ты писала, что твои родители не так к тебе внимательно относились, Да. скажем, да, не настолько. Вот как ты к своим детям стараешься принципиально по-другому Да, относиться? все верно. Ну, вообще, быть мамой, да, сейчас у меня 3 сына, близнецы старшие, в следующем году пойдут в школу. Вообще быть мамой — это самое, наверное, кайфовое, что можно было получить. Я вообще думаю, что дети — это награда. Какая школа жизни, мне кажется, быть мамой? Потому что ты никогда не знаешь, что будет у них завтра. То есть это какая-то интересная штука, что ты живешь с людьми, у которых есть на все свое мнение, да, и каждый раз это мнение, пока они дети, меняется, и ты можешь просто даже, пока ты только к одному привык, думаешь, вот они сейчас вот это любят, да, только ты к этому привыкла, только ты приняла, а завтра уже все уже, у нас другие планы, другие желания. И ты такой, и он говорит, мама, это что, я уже такое не люблю. А ты думаешь, да как же так, сутки прошли, ты уже такое не любишь. И тебе нужно к новому привыкать. Но это учит быть лояльным, да, гибким. И для меня важно быть гибким родителем и понимающим, слышащим своих детей. Иногда бывает сложно, конечно. Но, знаешь, есть такое мнение, что дружить с детьми тоже плохая. Тоже не очень хорошо, что должна быть все равно, ну, некая субординация. Я с этим тоже согласна. А вообще в нашей семье, на самом деле, я, несмотря на то, что я гибкая, как я считаю, я достаточно строгая. То есть у меня есть там, у нас есть правила, касающиеся сна, то есть у нас есть свои какие-то традиции, ритуалы. То есть это то, без чего, я считаю, нельзя тоже. То есть, потому что в какие-то моменты, конечно, я их выслушиваю, но чаще всего там какие-то истории из садика они приносят, там рассказывают что-то, что в саду там это было, конфликт какой-то был. Я слушаю внимательно и стараюсь их не ругать там, за их ту же самую реакцию. Но без нравоучений, конечно, не обходится. Но с другой стороны, я все время про себя думаю, вот, ну, а кто я вообще, да, чтобы взять и учить их сейчас тут, как правильно? Да я, если честно, сама-то не знаю на 100%, да, и сейчас я им говорю, что это правильно, а может через 10 лет вот эта вся моя идея, да, окажется но, с другой неверной. стороны, знаешь, сейчас настолько все быстро меняется. Быстро меняется, да. И вообще ситуация поменялась. Да, и вот конечно. К психологам люди ходят, да. И говорят, что как бы ты ни воспитывал ребенка, все равно ему нужно будет потом ходить к психологу. Да. Качество материнства в моменте проверить невозможно. И то есть там поэтому, знаешь, кто-то скажет тебе, ты хорошая мама, кто-то скажет тебе, плохая мама. Да, это не вам решать, потому что, ну, я такая мама, какая вот, ну, есть. Да, возможно, мои родители уделяли мне меньше времени, но уже, как говорится, много воды утекло, и сейчас у меня с моими родителями, благо, хорошие отношения. Причем и с отчимом, и с отцом, и с папиной женой, и с мамой. То есть как-то вот это единство мы его достигли. И, ну, значит, это возможно. Ну, то есть, несмотря ни на что, это возможно. И меня только это и успокаивает, что даже если мои дети в какой-то момент сбунтуются, я постараюсь найти в себе силы, надеюсь, не закостенею как-то, и мой мозг, мое отношение продолжится быть гибким, и я найду силы как-то их поддержать, даже в том, что мне будет не очень нравиться, хотя я не знаю, но я буду стараться очень. Да, вроде бы разобрались с тем, что такое стилист, а что такое коуч? Коуч, условно, это вторая голова для подумать. То есть ты, например, вкидываешь свою тему, какую-то там цель свою, или вообще то, что тебя заботит здесь и сейчас, да, и коуч с помощью специальных техник и методов, в основном это вопросительного характера они все, также это возвращение определенных мыслей самого человека ему же, потому что мы часто что-то говорим, а наш мозг, он думает сумбурно, то есть у нас в моменте 300-500 мыслей в голове, и то есть коуч это тот, который помогает вот суть вытащить. И почему коучей, наверное, много, и не все из них хорошие профессионалы? Потому что уметь задать правильный вопрос – это очень трудно. Уметь внимательно слушать человека – это еще сложнее. Поэтому, наверное, супер крутых коучей не так много, и те, которые есть, они очень-очень дорого стоят. Вот. Я как коучинговые методики в основном использую только в работе как стилист. То есть это вспомогательное для тебя? Да. То есть я обучилась этому для того, чтобы лучше слышать своих клиентов. То есть это
для того, чтобы помочь им свои желания истины вычерпать. Потому что давать рекомендации, быть директивным и говорить вот так делай, вот так делай, вот так делай, сейчас уже не то время. Люди очень ценят свои границы. Если вот хотите командовать, такое уже не всех устраивает. А коучинг, он вот лично мне дал вот эту пластичность. Даже ты можешь дать рекомендацию, но она будет уже совсем другая, с другого угла. То есть и ты можешь услышать человека и в целом дать понять ему, какие у него истинные желания, подсветить ему какую-то часть, которую он сам в себе не заметил, например, пока рассказывал. И вот я думаю, что коучинг мне очень сильно помогает именно в работе с клиентками. То есть именно вот распаковать человека, да, как ты сказала? Да. Ты еще креативный директор бренда «Солка». Да, была. Была, пока бренд действовал. Сейчас он немножко заморожен. То есть я работала там на протяжении 3 лет. То есть мы занимались тем, что разрабатывали одежду, производили ее на территории нашей страны, других стран тоже. Мы там отшивали, сюда привозили, все тут отрисовывали. Первые наши эскизы я рисовала сама, а я не художник, и это было очень смешно. Там какие-то я нашла недавно такие юбочки, смешно очень нарисовано от руки. И потом, как мы заказывали, все это просто объясняли на ломаном там русском, английском, всяко разно, но у нас получалось, достаточно хорошо получалось, но я так скажу, что пандемия, конечно, внесла свои коррективы в историю с отшивом, в историю с поставкой тканей и, конечно же, с ценами на производство и прочее. И что поэтому было принято решение руководителями Алены и Снежаны все это дело немножко поставить на стоп, но мы успели за то время достаточно много, то есть мы даже участвовали в Mercedes-Benz Fashion Week в пандемию, то есть мы делали первый онлайн-показ и попали в классные большие СМИ в то время. Я думаю, что мы сделали большой прорыв, показали, что мода в Якутске она есть, в Якутии в целом она есть, то есть что это не только Саха такая тема, да, какая-то национальная тема. Я против нее тоже ничего не имею, но все-таки шить классную дизайнерскую одежду это непросто. Вот тут много нужно вливаний, много бюджета, но это интересно. А вообще Якутск стильный город, модный город? Да, я обожаю вообще Якутск, и у меня есть своя гипотеза, почему это происходит. Расскажи. Я думаю, что это тесно связано с нашей культурой, это ДНК. Да, то есть наша ДНК выживать и наша ДНК выглядеть хорошо, потому что мы выросли рядом с красивой природой. Это то уровень насмотренности, который есть у нас с кровью. Когда мы видим, как красиво и правильно сочетается цвет, когда мы видим распустившийся цветок, да, разных переливистых красных, оранжевых оттенков, там же желтый, там же зеленый, тут же у нас голубое небо, белые облака, здесь же у нас красивая река, тут же песочек, представляешь, вот как вот, то есть тебе не нужно иметь палитру, да, и там смотреть на какие-то рекомендации, и как сочетать. они сочетают цвета, если ты видишь. Да, ты просто вышел. Да, если вот особенно те, кто живут еще ближе к природе, например, в деревне, например, вышел, вот тебе, пожалуйста, все совсем сочетается, ты просто выйди, и природа тебе подскажет. И мне кажется, что это сильно на нас влияет, что люди не понимают, откуда это, а на самом деле это просто корни, это то, что нам дано. Плюс у нас культура красивая, мы привыкли носить украшения, мы знаем, как это делать. Нас этому наши предки с кровью научили, и поэтому мы интуитивно все это носим, как-то сочетаем, а потом раз, и какая-то красота получается. Думаешь, как хорошо я придумал. Да, я считаю, что это ДНК, культурный код. Еще один вопрос про моду. Такой у меня, он давно, понятно, что вот есть там модные журналы, блоги там и так далее, да, но они же все на среднюю полосу или на Европу ориентированы. Вот, и то, что для них там зимняя тенденция, да, для нас это водный сезон. Вот сейчас поносили все. Откуда берется вот эта вот наша зимняя мода? Как в какой-то момент все понимают, что нужно вот там вот эти шапки носить якутянки или такие варежки? Вот это кто придумывает? Мода, опять же, это исторический культурный код. Да? Мы все равно хотим мы этого или нет. То есть именно якутская зимняя мода, она неповторима. Именно вообще нигде. Да, ее нигде нет. То есть мы ее сами культивируем. То есть если мы видим моду на подиуме, мы понимаем, что преимущественно эта мода приходит все равно откуда? Она приходит от людей. То есть если раньше кутюрье выпускали одежду, люди смотрели и повторяли, то сейчас мы живем в то время, когда
люди, на самом деле, сами того не понимая, вдохновляют всю эту историю с модой и нам предлагают те тренды, на которые мы готовы. Потому что это мы на самом деле их когда-то придумали. Просто, скажем так, модные дома, институты трендов это отследили и выпустили. То есть они увидели, что большое количество людей пользуются вот этим, например, носят сандали с носками. Давайте выпустим это на подиум. Наверное, это удобно. Давайте просто скажем теперь, что это модно. И раз тебе, и пожалуйста, ты думаешь, да мой батя всю жизнь так ходит. Да, а на самом деле просто, да, то есть, что они просто вот это вот вытаскивают и показывают нам. А если говорить про нас, то я думаю, что у нас тоже этот момент происходит. То есть мы плюс-минус сейчас все это циклично. Мех сейчас снова вернулся, да, был же момент, когда мы такие все отказались от унтов, отказались от шапочек, да, отказались. Мы будем ходить в, да, вот в технологичных ботинках, да. в супер теплых пуховиках. Да, в шуршащих вот этих штанах. Я тоже против них ничего не имею, это тоже имеет место быть, это быстро, удобно, комфортно, но я заметила, что люди стали возвращаться, то есть вот этот вот цикл проходит, и вот мы видим, как возвращается к нам мода вот из моего детства, да, это вот 90-е, 99-8 год, когда женщины носят вот эти вот соболиные шапки, когда вот тут у соболиная шуба, тут воротник на пальто, тут же унты, и у кого бисер красивее, это и молодец, да, вот эти варежки, муфты даже уже возвращаются, то есть вот пришло время, и это так прекрасно, это так чудесно, что я думаю, что мы в свою очередь тоже задаем тренды уже на другие города с такой же климатической особенностью. Думаешь, мы тренды даем? Я думаю, что это мы делаем, потому что зима, как говорится, начинается с Якутии, и это факт. То есть, хотите вы этого или нет. Ну и у меня есть мечта снять самый холодный стрит-стайл в мире. Минус 55, так? Да. Это моя мечта, я наконец-то говорю о ней здесь всем, потому что я все о ней не говорила, просто ходила, мечтала там с фотографами. Есть даже ребята-фотографы, которые из Якутии, которые живут в Италии, живут на Бали, они готовы приехать в Якутию и снимать это. Я все ищу способы, как бы их сюда привести, чтобы мы сняли классный стрит-стайл, который в дальнейшем будет уже ротироваться, публиковаться. И я мечтаю, чтобы он был известен, знаменит по всему миру, потому что одно дело, да, вот мода на холодную зиму, да, которую мы видим в интернете, и совсем другое, да, это мода на очень холодную зиму, и показать о том, что мы правда красиво выглядим. Потому что все-таки есть фотографы, которые снимают, но они снимают немножко такой андеграунд, знаешь, такая, типа, немножко грусть, немножко замерзшие люди, стоят с этой холодной рыбой и чуть-чуть такие страдают, да, ну, типа, немножко такой балабановский налет. Сейчас можно говорить давыдовский уже, да, немножко давыдовский налет, это тоже новое слово, я считаю, да, но я думаю, что нам вот нужно показать, что на самом деле мы не грустим, мы же встаем в 6 утра, красимся, идем по темноте до автобуса, но мы нарядные, красивые, нас ничего не может остановить вообще, быть классными и красивыми людьми, реально же есть такое. И я вообще поражаюсь, я когда зимой хожу, думаю, обожаю. Вот я почему не хочу переезжать с Якутии, да, вообще нет, потому что, ну, где я еще такое увижу? Вот таких целеустремленных, вообще красивых людей нет. Мне кажется, нет такого места больше нет. Ты сказала по-давыдовски, Да. И я сразу вспомнила, что ты ведь летом работала в кино. Да. Вот, Да. Первый опыт твой был не первый, стилистом ты там работала или там художником по костюмам или что это вообще было? Я работала не у Давыдова, я работала у Валентина Макарова. Но да, это мой первый опыт. В смысле, киношный сленг просто? Да, но это, да, ну просто вот мне нравится этот термин по-давыдовски. Да, я работала у Валентина Макарова, мы снимали больше такое женское кино «Мина Атын Таптал», то есть он скоро, в феврале планируется его уже выход. Я была, да, художником по костюму. Меня позвали, как я поняла, потому что кино женское, хотели, чтобы было много красивых образов. И вообще снимать современное кино – это отдельный вид искусства, потому что костюмы найти не так легко, как хочется. То есть это современное женское кино? Да. Ну, то есть ты такая Патриция Филд немножко? Ну, немножко, да, чуть-чуть, ну, чуть-чуть, ну, по-якутски, да, есть такое, потому что, ну, мне понравилось работать, это трудно,
То есть я сразу могу сказать, когда я там работала, я смотрела на операторов, смотрела на актеров, смотрела на режиссера, который в моменте просто он проживал, мне кажется, все, что происходило. Я смотрела и думала, они просто какие-то нереальные люди, потому что снимать кино в Якутии – это отдельный вид и развлечения, и полного обратного чего-то. Ну, то есть потому что нужно уметь это делать, нужно любить это делать. Снимать там, где у тебя нет кинопавильонов таких, да, больших, снимать там, где у тебя, ты просто снимаешь, вот как я говорила сегодня, да, на природе, на солнце. То есть у тебя вот солнце, ты либо его ждешь, либо если оно зашло, ты снова его ждешь. То есть вот эти вот все моменты, то есть как будто бы мы снимаем, я не знаю, ну, вот если, ну, очень давно, да, то есть когда раньше люди просто один момент снимали там в определенное только количество по наполненности света, да, то есть мне показалось это очень сложно, и я видела, как ребята работают, какая большая команда работает, и как ради там 2 минут, чтобы снять, столько всего ставится, что-то устанавливается, 2 минуты снимается, все, стоп, все заворачивается, и едешь ты на следующую площадку. Я подумала, ради 2 минут вот это вот вы до этого тут 3 часа что-то делали? Я такая думаю, вот это люди работают, вот это реально. И я подумала, что я мечтаю, у меня, видишь, одни мечты. Я такой человек, обычно мечты меня хорошо двигают вперед. Я мечтаю быть продюсером кино. Я поняла, что вот стилистом быть классно, но продюсером быть еще круче, потому что вкладываться в таких людей – это круто. Вот реально вкладываться в киношников, людей, которые делают это большая честь, на мой взгляд. Это вот слово такое, у меня сейчас на ум пришло, самоотдача. Они все это делают? Да, они фанаты. И я понимаю, почему вот якутское кино так популярно стало. Да потому что они это сделали, то есть они это вот взяли прям вот своим напором вот этим вот. Крутые, очень крутые. Теперь давай про твой блог. Там ты вот в роли интервьюера. Да, есть у меня, есть такое. Да, ну, вообще я честно боюсь слова интервьюер, честно, потому что я знаю, что люди годами учатся на это. И когда мне говорят интервьюером, я такая немножко самозванец такой, ну, я скорее просто ведущий, там немножко кто-то там модератор, там, ну уж точно не интервьюер. Но да, я веду, получается, у меня есть вот видеоподкаст, да, сейчас называется «Ваша Даша». У нас уже, по-моему, более 20 выпусков, даже так. То есть мы начали почти где-то 1,5 года назад. И я беру интервью у разных людей, которые, на мой взгляд, интересные. То есть там бывают и медийные, и вообще не медийные. То есть вот это просто зависит, как говорится, вот, ну, мне интересно, я хочу вот человека что-то спросить. Я иду у него и спрашиваю. И классно, что у меня есть подкаст, это отличный повод познакомиться с теми, с кем я хочу. Я считаю, что это вот прикольная возможность. Либо придумаешь себе передачу, и только ходишь и знакомишься с тем, с кем хочешь. То есть это такой маленький повод. А если серьезно, сначала это все было вот так, а потом люди стали тоже отзывы писать и говорят, вы, то есть подсвечиваете тех людей, о которых у нас были какие-то определенные стереотипы, потому что все равно на медийной личности лежит какое-то клише частенько, да. То есть а я люблю разговаривать на такие душевные темы, знаешь, на такие, которые на струнки души затрагивают, и люди раскрываются. И рассказывают что-то такое, что, возможно, нигде не писали, нигде не рассказывали. Такая вот немножко Оксана Пушкина. Такая, типа, да. То есть, что такое даже бывало, что бывало, даже плакали, разное. И вот это круто, это эмоции, ну и вообще я люблю общаться, чего уж скрывать. Мне просто вот повод дай поговорить, как говорится. Я тут по такой же причине приблизительно. Отлично, меня зовут пообщаться, я согласна. Ты счастливый человек? Очень. Реально. Я супер счастлива, потому что я нашла дело жизни. То есть я знаю, что я хочу делать. Я наконец-то признала для себя, что я люблю быть в центре внимания. Знаешь, и если раньше там я думала, это как-то некрасиво, это как-то эгоистично, да? Да. И там тебе кто-то говорит, вот, ей лишь бы там куда-нибудь залезть. Да, мне лишь бы куда-нибудь залезть. Правда. Мне нравится. Что я сделаю? Ну, извините.
Да, я люблю быть в центре внимания, и это часть меня. То есть мне нравится вот быть, как, не знаю, вот такой вот. И я в этом чувствую себя органично. Меня это ни в капельке не смущает. И вот в этом всем, когда начинаешь признавать какие-то вот такие штуки о себе. То есть ты приняла себя? Да, и ты такой, все. Потому что я не говорю, что не стоит развиваться и больше ничего делать. Нет, у меня еще куча всего впереди, у меня такие глобальные мечты, столько всего я еще хочу и буду делать. Но делать, когда ты счастлив, делать это не из-за злости, знаешь, какой-то вот я вам сейчас всем докажу. Нет, уже все. Я не хочу доказывать, я хочу делать, потому что мне нравится, потому что я хочу жизнь в кайф жить. Я хочу внукам своим крутые истории рассказывать. Типа, а вы знаете, что ваша бабуля сделала? И что-то там фотки им показывать. А это я. Это самый холодный стрит-стайл. Да, это я сделала самый холодный стрит-стайл. А это вот я вот это сделала. Да, мне хочу, чтобы был повод для гордости. И моя главная цель – это единство семьи, то, к чему я стремлюсь. И делать то, что я делаю, делать через призму вот любви. То есть, что вот у меня есть дикое убеждение, что, как говорится, лучшая защита – это нападение любовью. Знаешь, когда тебя пытаются обидеть, в ответ просто нужно полюбить еще сильнее. То есть вот это вот, и это, я считаю, не про то, чтобы прогнуться, или не про то, чтобы слабым быть, а наоборот, любить, чтобы любить кого-то, нужно иметь силы. Вот, я так считаю. Поэтому любить – это сложнее всего на самом деле. Так вот. Спасибо тебе огромное. Спасибо, Удачи, что позвали. счастья, любви.